В историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска открылась мультимедийная выставка «Академическая наука и технологии в Якутии». Этот уникальный проект, посвященный Году науки и технологий в России, родился в содружестве между историческим парком, академическими научными учреждениями Республики Саха, а также предприятиями инновационно-технологической инфраструктуры республики. В 4 экспозициях представлена трехвековая работа ученых России и Якутии на территории нынешней республики. Выставка «Академическая наука и технологии в Якутии. История, состояние и перспективы», интерактивная выставка «Домик ученого-полевика», выставка, посвященная 130-летию со дня рождения известного ученого-геолога Сергея Обручева. Выставка будет частично обновляться и дополняться каждый месяц, и так до конца года. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает посетить первые выставочные залы. Сегодняшняя передача Саха-Лекториума у нас посвящена истории и развитию академической науки в Якутии. И сегодня в нашей студии находится член-корреспондент Российской академии наук, советник Российской академии наук, очень известный в нашей республике человек, это Никита Гаврилович Соломонов. Мы очень рады тому, что он сегодня нашел время. Никита Гаврилович, расскажите, пожалуйста, ваше впечатление от выставки и, может быть, более широко об уровне развития нашей науки. Удивлен той выставкой, которую подготовили. Она отражает историю нашей академической науки. И есть много находок. Я бы хотел остановиться на некоторых из них. Но вот перед нами как раз представлено различное научное оборудование, которым пользовались ученые, ну, скажем, старшего поколения лет 50, 70, 80 лет назад. Сама по себе идея создания вот такого уголка, она очень интересна, она вещественна. Мы здесь видим многие, ну, скажем, инструменты, многие приборы, которыми пользовались ученые того времени. Никита Гаврилович, а вам вот эта избушка напоминает ваши молодые годы? Ну, кое-что и есть из того, что мы в свое время использовали. Но это, так сказать, последние, ну, где-то 70 лет я участвую, наверное, в этих процессах. Но кое-что только. А на самом деле здесь есть очень много вещей предшествующего поколения. И это очень хорошо, потому что, ну, собрать в одном месте именно вещественные доказательства того уровня науки, который определяется, по сути говоря, технологиями, техникой, организационными моментами. И вот это очень хорошо получилось, что собрали все это в виде этой маленькой избушки. Это находка. А самое главное, это будет привлекать новые экспонаты, потому что люди будут, как говорится, в своих старых где-то запасниках находить что-то, чего тут нет. Это такой живой процесс. И вот уже сегодня у нас некоторые наши коллеги пожелали что-то от себя добавить вот в эту интерактивную зону. Собственно говоря, вот такое вещественное доказательство уровня науки, технологии того времени, она, так сказать, есть очень важный показатель, потому что это надо сравнивать с теми новыми, люди будут уметь сравнивать. Ну, например, во времена Виндендорфа температуру измеряли ртутными термометрами, а ртуть замерзает в 38-39 градусах. Поэтому они могли только отметить, ртуть замерз. Да, до 38-39, а дальше уже да, холоднее. И вот, по сути говоря, появление спиртовых термометров, оно дало очень большой плюс. Но я думаю, каждая
методическое усовершенствование, она дает новый импульс развитию самой науки. Мы говорим о том, что такому стремительному индустриальному развитию республики в самых разных областях импульсом послужила комплексная экспедиция Академии наук, которая работала здесь с 25 по 30-31 годы. И мы сегодня в рамках вот этой выставки открыли к 130-летию Сергея Владимировича Обручева, член-корреспондента Академии наук СССР, который возглавлял отдельный отряд этой комплексной экспедиции, выставку, мультимедийную выставку, и вышли на связь через Zoom-конференцию с его дочерью Татьяной Сергеевной Обручевой. Это получился очень такой хороший момент. О комплексной экспедиции. Якутская экспедиция Академии наук СССР 25-31 годов – это вообще замечательная страница нашей истории. Сыграла исключительно большую роль в консолидации сил самой Академии. Участвовало все руководство Российской Академии во главе с президентом, академиком Карпинским, вице-президенты Ферсман и Комаров и другие. Они возглавляли на разных этапах экспедицию якутскую. И она поэтому имела очень большой успех. Сама организация этой экспедиции была удивительно хорошей. Самое интересное для меня то, что мы все знаем о том, что Максим Кириллович Амосов представил свое письмо официальное 24 апреля 1924 года. На самом деле он представил сначала такое неофициальное представление с просьбой создать специальную экспедицию Якутской экспедиции Академии наук, предложил свои элементы программы будущей этой экспедиции. Над программой этой экспедиции работали почти все светлые умы, как говорится, российской сначала, потом Академии наук СССР, в 24-25 годах. То есть это был уникальный, первый такой в своем роде проект комплексного изучения территорий определенной. Это самый первый. В то время, период жестокой войны, эта экспедиция, вернее, так сказать, это сообщество новое организовало вообще изучение многих вопросов в северных регионах России. В отчетах Академии наук неоднократно подчеркивается, что Якутская экспедиция Академии наук СССР уже, в 25 году СССР уже, экспедиция, она стала первым опытом изучения большой территории. Первым, самым первым, и была организована так называемый КЕР. Это комплексная экспедиция. Да, это Якутская региона. В общем, это очень большую роль сыграл Максим Кириллович Амосов. Он вошел в руководящее ядро. Он стал в 25 году председателем Совнаркома. По сути, он в Якутии организовал всю экспедицию, насколько возможно, вплоть до выделения парохода, вплоть до выделения всех возможностей. Все возможности местного населения были использованы, и люди очень хорошо восприняли приезд ученых и очень много помогали. Выработала документы для дальнейшего планомерного развития отраслей народного хозяйства. И была создана система местных научных учреждений. Вообще надо сказать, что в Якутской экспедиции активно участвовали где-то 246, насколько я помню, человек местного населения. Кроме Максима Кирилловича сыграл тот же самый Юнский, который создал тогда общество Саха-Кескеля, а потом в 1934 году когда он уже защитил кандидатскую диссертацию, он создал институт
языка и культуры при Совнаркоме. Языка. Молодому поколению что пожелаете? Молодому поколению прежде всего здоровья. В любом случае наука требует здоровья. Если здоровье – это очень важно. Нездоровый человек, он не может выдержать нагрузки. А наука требует больших нагрузок. Хотел бы, чтобы они были в какой-то мере свободны от давления великих ученых. Иногда они должны проявлять такую самостоятельность, иначе нельзя. Потому что если молодые не будут осваивать новые методы, если молодые не будут, так сказать, учиться собирать факты, накоплять их, если молодые не будут осваивать новые методы, то ничего доброго из науки не выйдет. Без новых методических подходов, методологических в том числе, науке новые шаги сделать трудно. И, наконец, молодые ученые должны научиться работать в коллективе. Время ученых-одиночек ушло. Вот я все хотел сказать для молодых. Хотел поблагодарить, что вы пришли к нам в исторический парк. Я думаю, что та выставка, которую мы затеяли вместе с академической наукой, она позволит многим нашим жителям и, конечно, молодежи нашей, школьникам узнать что-то много нового. Исторический парк «Россия. Моя история» Якутии приглашает на детские программы «Летние открытия с академической наукой», посвященные годы науки в России. Ваши дети не просто узнают об академической науке, а все увидят в реальности и могут сами проявить себя в практических занятиях. Мы сортировали мусор. Мне понравился квест. Из Мирного приехал сюда. И довольно интересно. Ждем вас по средам и четвергам. Запись на программу по телефону 8 914 288 48 66.